Друзья, продолжаем. Как я сказал, до сих пор есть потомки хозяев этих башен. Башня данная называется Хусейн Галиора. Она была изначально семиэтажная. Вот. Арка сохранилась великолепно. И посмотрите на эти петроглифы. Вот петроглиф трехконечная. Видите, как на башне, точнее на флаге у наших соседей. Вот петроглиф. Здесь петроглиф. Вот петроглиф. И здесь. Вот это сделали вандалы. Якобы это языческий петроглиф. И уничтожили его. Посмотрите, как сохранилась эта арка. Посмотрите на эту кладку, друзья. Такой великолепной кладки. Посмотрите на нее. Насколько она ровная. Вот вход. Бисмилля. Посмотрите. Посмотрите внутри. Посмотрите, насколько даже внутри великолепно сделанная арка. Здесь мы видим уже от этажей 1, 2 и дальше идет и разрушено. Толщина стены метр. Метр толщина стены. Вот. Проемы для замков. Это замки, которые для того, чтобы закрывать двери. Вот сама арка. Посмотрите на нее. Место для ламп. Видите отверстие, да? Это не окна, они снаружи, их нету. Видно отверстие. Вот они. Вот окно. Вот здесь было окно. Вот. Это Хусейн Гал. Внутри даже настолько аккуратно все выложено. Снаружи, как вы видите, вот она. Посмотрите на толщину стены. Датировка данной башни. Сам мы только что встретились с хозяином данной башни, прямым потомком. Его 13-14 прадед построил эту башню. Сам он является Шикаро. Вот. Приблизительно даже минимальная дата это 13 век. Вот. Посмотрите на нее. Это в самой верхней части этого села. Здесь рядом современная постройки уже выровнена. И посмотрите, вон там мы были. Вот та самая пятиугольная трехэтажная жилая башня. И таких башенных комплексов мы только что снимали снизу. Их огромное количество, чтобы было видно. Вот здесь огромное количество башен.